Какая она татарская музыка? Это уникальное явление, которое сочетает в себе традиции древнего народа, глубокие мотивы и яркие национальные черты. Она отражает богатую культуру Татарстана, его историю, самобытность, обладает особой мелодичностью, душевностью и глубиной, что делает ее поистине неповторимой. Итак, дорогие друзья, приглашаем инструментальный ансамбль музыкального колледжа имени Эдинсона Денисова. Для вас прозвучит пьеса «Фатима» татарского композитора Нура Даутова. Музыка была написана к романтическому спектаклю по пьесе Флориды Гулевого «Любишь, не любишь». Дорогие зрители, не жалейте своих аплодисментов. Важную роль в татарской музыке играет вокал.
Татарские народные песни часто рассказывают о любви к родине, природе, семье и традициях. Она передает всю гамму чувств от радости до грусти, от нежности до страсти. Сегодня первыми для вас споют участники вокальный ансамбль «Нур». Приглашаем покорные аплодисменты. Вообще-то у нас сегодня не все, у нас есть в Татарском центре хор ветеранов. Мы выступаем на всех городских конкурсах, праздниках. Вот недавно на гала-концерте выступили старшее поколение. Весной мы принимаем участие в областном конкурсе «Салют Победа». Но в основе нашего репертуара, конечно, любимые татарские песни. И сейчас они споют для вас две песни «Туган аулам» – «Родная деревня». как раньше пели наши предки, наши Абеляр, Бабайлар. Эти песни вечные,
Вот следующая песня называется «Монарх Айцен Ауалга». Пусть наши родные напевы вернутся к нам. Пусть чаще звучат наши песни на родном языке. Рустем Яхин, выдающийся татарский композитор, дирижер и педагог, внесший значительный вклад в развитие музыкальной культуры Татарстана и России. Его творческое наследие включает произведения различных жанров, симфонии, камерную музыку, а также музыку для театра и кино. Сегодня ребята из музыкального колледжа познакомят нас с музыкальной композицией композитора Рустема Яхина. Он был основоположником татарской романтической музыки, оказался первым из известных граду и миру композиторов, чье произведение забралось почти на вершину нашего рейтинга. Его знаменитый романс «Гитма Сандулач» украшает практически любой татарский песенный фестиваль. Встречаем Лейла Тендина. Исполнит нам этот романс «Гитма Сандулач». Встречаем. Это песня Ольга Мазепина.
продолжение серьезного научного мероприятия межрегиональной историко-краеведческой конференции «Татары Припомни». А потому мы не могли не включить в нашу концертную программу песню «Хороши вечера на Оби», потому что музыку к ней написал известный татарский композитор Арзян Фаттах. Для вас поет эту песню Татьяна Стукалова, концертмейстер Александр Комаров. Встречаем бурными аплодисментами! татарской музыки является ее мелодичность. Плавные протяжные напевы создают ощущение тепла и уюта, словно приглашая зрителя окунуться в мир спокойствия и гармонии. В татарской вокальной культуре есть то, чего нет у других народов. Это понятие «мам». Большая плеяда замечательных татарских вокалистов пели так задушевно. Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова, Фарида Будашева и другие владели моном, передавав это бесценный опыт последующим поколениям. Особенно ярко и выразительно это можно донести через акапельное пение. Встречайте, Назира Манякова для вас исполнит татарскую народную песню «Сибеля Чачир».
Сколько репетишек, она ведет вокал у детей дошкольного возраста, поэтому мы гордимся такими педагогами. А сейчас, дорогие друзья, мы поговорим с вами о музыкальных старинных инструментах. В татарской музыке используются разнообразные музыкальные инструменты, каждый из которых имеет свое особое звучание и значение. Думбра – струнный щипковый инструмент, который часто используется для аккомпанемента вокалу. Звук думбры глубокий и насыщенный, придает песням особую выразительность. Кубыс – язычковый инструмент, создающий вибрирующий почти магический звук, особенно популярна в народной музыке и ритуальных обрядах. Гармонь в татарской музыке символизирует народный дух, радость и гостеприимство. Она стала неотъемлемым атрибутом национальных праздников, свадеб, сабантуев и других важных событий. Этот инструмент, пришедший в Татарстан в XIX веке, быстро завоевал сердца местных жителей и стал одним из самых любимых и узнаваемых символов татарского фольклора. Ну и, конечно же, курай – деревянный духовой инструмент, нежный звук которого способен передать самые тонкие эмоции. По мягкости звучания его можно сравнить с флейтой. Итак, дорогие друзья, на сцену приглашаем ансамбль флейтистов, концертмейстер Алена Андреева. Музыкальная композиция «На Джайляу». Встречаем!
дорогие гости, дорогие друзья, а сейчас пойдет речь о выдающемся композиторе, который не был рожден татарином, но стал неотъемлемой частью татарского народа и его культуры. Александр Ключарев внес значительный вклад в развитие татарской музыки, адаптация народных мелодий для современного исполнителя, сотрудничество с ведущими эстрадными исполнителями, такими как Альбина Абсалямова и Салават Фатхетдинов. Работа над созданием национальной оперы на основе татарского эпоса, образовательная деятельность Ключарева, регулярно проводил он мастер-классы и семинары, посвященные музыкальному татарскому искусству. И для вас вновь поет Лейла Тиндина, «Ихтангайджер», утренняя песня, музыка Александра Ключарева. Встречаем! И, конечно, концертмейстер Ольга Мазепина. Поприветствуем. Ильгам Байтирак, популярный татарский певец и композитор, творчество которого характеризуется глубокими эмоциями и искренностью. Его песни помогают молодому поколению лучше понять и оценить богатые наследства своего народа. Одной из таких песен является «Жайнеда Кошнеда Яратам». Ну, на русском могу сказать «Я люблю и лето, и зиму». А альбом поется о самых близких людях, о родителях. Итак, встречаем вокальный ансамбль Томского музыкального колледжа, руководитель Анастасия Ковалева, концертмейстер Алиса Ефрамеева.
Сегодня татарская музыка продолжает развиваться, сочетая традиционные элементы с современными жанрами и стилями. Молодые исполнители экспериментируют с электронными инструментами, рок и рэп-ритмами, но при этом сохраняют связь с корнями своей культуры. Это позволяет татарской музыке оставаться актуальной и востребованной среди разных поколений слушателей. Итак, встречаем вокальный ансамбль «Афарит», а переводится «Браво». Для вас они споют песню «Татар егетлере». Без лишних слов встречаем самых юных на сегодня исполнителей татарской музыки. Роберт и Даниэль Латыповы исполнят песню «Биилялите Читикляй». Давид, это мой дневник, оставим жить, как же вас
Яркий пример музыкальных экспериментов с татарской музыкой и творчества Лианы Амирхановой, известной певицы и поэтессы. Песен родом из Казани. Она активно использует в своих композициях элементы джаза, фанка, этнической музыки и творческих татарских мотивов, что придает ее музыке особую аутентичность и оригинальность. Музыка Ильгама Байтирака, слова Лианы Амирхановой «Гриллярне Вилатмалас». Не обижайте, цветочки. Исполняет женский хор Томского музыкального колледжа руководитель и дирижер Елена Царева. Алена Андреева.
эмоций, которые каждый человек испытывает по-своему. Для многих татар музыка – это способ выразить эту любовь, передать всю глубину чувств и привязанности к родной земле. В репертуаре наших детских коллективов в Центре татарской культуры много патриотических песен. И автором многих из них является композитор Республики Татарстан Луиза Батыр-Булгари. И сегодня одну из этих композиций предлагаем вашему вниманию. Песня «Заем Туган Ялым» «Родная сторонка». Исполняет вокально-хореографический ансамбль «Чулпан». Приветствуем! Дорогие друзья, а сейчас мы слово представляем директору областного центра татарской культуры, заслуженному работнику культуры Республики Татарстан Хамиту Шамилю Каримовичу. Дорогие друзья, я думаю, выскажу общее наше мнение, что мы восхищены сегодняшним концертом. Впервые в истории в этом зале проходит концерт из произведений татарских композиторов, который сделан силами нашего колледжа музыкального имени Эдисона Денисова. Огромное спасибо им за это. Почему? Потому что этот концерт каждому, наверное, из нас подарил какие-то новые ощущения. Многие из нас впервые, наверное, почувствовали красоту татарской музыки и ту, которую продемонстрировали практически профессионалы уже, да, будущие артисты наших театров, филармонии и так далее. Поэтому я хочу, я просто не знаю, у меня слов не хватает, чтобы
сказать огромное спасибо этому коллективу за ту работу, которую они проделали, за то, что они откликнулись на нашу просьбу подготовить такой концерт. Я думаю, что этот был концерт первый, но он будет далеко не последний в стенах этого зала и в стенах других залов. Я хочу от имени Центра татарской культуры, Центра национальной культурной автономии татар вручить директору этого колледжа Смирновой Марине Петровне благодарственное письмо со всякими хорошими пожеланиями, со своей благодарностью и надеждами на дальнейшее наше сотрудничество. Да. Спасибо, дорогие друзья, что вы пришли, нашли сегодня время послушать замечательную татарскую музыку. Она не хуже других народов, да? Просто мы их редко слышим. В основном мы, татары, любим свою музыку, но мы слушаем разную, классическую и русскую. И у каждого народа есть что-то интересное, самобытное. В заключение хочется сказать, что татарская музыка, я ее хвалю, это настоящее сокровище, которое заслуживает внимания и уважения. Это мощный инструмент выражения чувств и эмоций, помогающий выразить свою любовь к родной культуре и сохранить национальную идентичность. Надеюсь, что сегодняшняя татарская музыка затронула струны вашей души и оставила приятное впечатление. Спасибо, что были с нами. До новых встреч! Хуш! Сау полагаю!